Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на мастер-классе, который будет проводить Наталья Сергеевна Муратхаджаева, и он будет посвящен вопросам STEM образования дошкольников и младших школьников. И я еще раз напоминаю, что мы должны войти в данном случае на мероприятие и зарегистрироваться и стать участниками. Добрый день, Наталья Сергеевна. Пропал какой-то звук. Наталья Сергеевна, пропал звук. Попытка номер 2. Слышно ли меня? Да, добрый день, Наталья Сергеевна. Очень приятно вас видеть, приветствовать сегодня. Вчера, к сожалению, не смог. Да, вас поприветствовать. Очень рад, что вы присоединились к нашему мероприятию. Дело в том, что наши участники перемещаются из одной вебинарной комнаты в другую, поэтому они постепенно будут к нам присоединяться. Да. Я хочу предоставить вам слово. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. И если я правильно обратила внимание, то ведется видеозапись всех наших мероприятий. Я правильно понимаю? И участники потом смогут посмотреть, соответственно. Ну что ж, уважаемые коллеги, я очень рада вас приветствовать. Бегло посмотрев на список участников, поняла, что кто-то был вчера на нашей проектной сессии, и спасибо вам большое, что вы присоединились к нам сегодня в формате мастер-класса. Кто-то не был. Но, коллеги, у нас достаточно жесткий тайминг, поскольку организаторы постарались максимально насытить это мероприятие различными интересными предложениями для вас, образовательными. И, соответственно, сегодня мы именно в логике заявленного формата мастер-класс будем делать акцент на некие такие практические вещи. Но с другой стороны, и именно поэтому из-за ограничения по времени я не смогу повторить, естественно, весь свой вчерашний рассказ о программе STEM-образования детей дошкольного, младшего школьного возраста, которую я имею честь представлять и быть автором образовательных модулей. Однако, коллеги, во-первых, запись доступна, кого заинтересует программа. Во-вторых, у нас есть возможность со всеми, кто проявит интерес, поделиться всеми аудио, видео, любой информацией. Мы всегда открыты. Я только позволю себе маленькую такую вот преамбулу до того, как мы начнем заниматься практическими вещами. А я сегодня хотела бы, вчера мы сделали акцент на робототехнику, а сегодня я как автор мультстудии хотела бы вам показать какие-то такие интересные моменты, связанные с тем, как создавать мультфильмы вместе с детьми. И также, как соавтор модуля «Исследовательское обучение», хочу показать точки роста в рамках исследовательской деятельности детей. Так вот, до того, как мы перейдем к практике, что мастер-классы предполагают, позвольте буквально тезисно для тех, кто только присоединился, сказать. Я секундочку только сейчас включу с рабочего стола презентацию. Так. И буквально вот так, даже не разворачивая в полный экран, потому что реально есть 1 минута на это. Хочу для тех, кто только присоединился, сказать, как я уже упомянула, мы вчера и сегодня всем авторским коллективам представляем программу STEM-образования детей дошкольного, младшего школьного возраста. Программа эта официальная, утвержденная. Соавторы – это Татьяна Владимировна Волосовец, советник министра просвещения Российской Федерации, Вера Александровна Маркова, заслуженный деятель образования Российской Федерации, Сергей Александрович Аверин, известный специалист в области робототехники. Вчера он выступал, кандидат физико-математических наук. А вообще у каждого модуля свои авторы. И если говорить расширенный состав, это и доктора наук, кандидаты наук, и
Мы все, наверное, отличаемся тем, что помимо ученых степеней, званий, активно работаем и с педагогами, и с детьми. То есть коллектив у нас такой дружный и, я надеюсь, интересный. Программа входит в перечень рекомендованных, и я, естественно, не повторяя, моя минута истекает, просто скажу, что программа состоит из образовательных модулей. Они перед вами на экране. На дошкольном уровне образования программа преемственная, она сразу писалась для 2 уровней, дошкольного и начального. На дошкольном уровне это дидактическая система Фридриха Фрёбеля, это экспериментирование живой и неживой природы, робототехника, математическое развитие, конструирование и мультстудия. А на уровне начальной школы логика и комбинаторика, исследовательская деятельность, робототехника, искусственный интеллект, информационно-медийные технологии и инженерия. Обо всем этом я вчера рассказывала, и у вас будет возможность посмотреть запись, если вдруг кто-то из вас заинтересовался. А мы, собственно, переходим к основной части нашей работы. И позвольте все-таки начать с любимого, начать с мультстудии. Уважаемые коллеги, я сейчас... Одну секундочку только... Да, хочу показать вам небольшое видео. Если получится, я его сейчас запущу. Если нет, то я сброшу в чат просто ссылку, но наш разговор будет логичен. О, все получилось, отличная платформа, спасибо организаторам. Итак, я хочу начать разговор об авторской детской мультипликации с авторского детского мультфильма. Одного из сотен и сотен мультфильмов, которые снимают наши воспитанники по всей стране. Такое прозвище, потому что она любила все пилить. А еще была она сильная и непослушная. Зубы не чистила, зарядку не делала. Как-то раз Лала рыба пила на морском дне, там обнаружила большой сундук. Рыба пила, а на сундуке висел большой амбарный замок. Рыба пила, все могу спилить. И стала рыба пилить замок. И стала рыба пилить замок. Пилила, половину работы зубом пила, как вдруг у нее заболели зубы. На счастье произвел рак капшей. Он умел лечить зубы. Послушай, рак, говорит рыба пила, помоги мне, я тебя награжу. И рак сделал пиле укол. Пила распилила замок, открыла сундук с сокровищами. Но не знала пила, что рак был добрым волшебником. И добавил в укол такое вещество, которое делает злых и вредных добрыми. Стала рыба пила всем помогать. И стала называться рыбой пилой дружбы. Вот такой вот замечательный мультфильм, коллеги. Прошу прощения, что летает камера, но сегодня без этого никак. Техник работы с мультиками детскими много. Пластилина, ну давайте так возьмем, объемная мультипликация, пластилиновая, кукольная и так далее. Рисованная, в
чистом виде рисованная, пластилинография, компьютерная рисованная анимация, далее песочная анимация, анимация в стиле техники Эбру, рисование красками Эбру и так далее, и так далее. Сейчас не хочу давать всю классификацию, чтобы не уйти в теорию. В теории, поверьте, разбираюсь. Вот, кстати, одна из моих последних книг, то есть вот полностью прописана методика работы с авторской детской мультипликацией по нашей мультстудии, которую немножечко сегодня вам покажу в рамках отведенного времени. Так вот, мы работаем со всеми видами анимации. Мультфильм, мультипликация – это готовый продукт использования мультфильма в образовательном процессе. Готового мы обычно называем использованием мультипликации в образовательном процессе. Анимация или анимационное творчество – это процесс создания мультфильма, и поэтому мы говорим о анимационном творчестве детей. Сейчас я чаще буду этот термин использовать. Так вот, коллеги, начинаем мы обычно с дошкольниками, как правило, тоже по-разному, все, не хочу вдаваться сейчас в подробности. Если интересно, давайте встретимся отдельно, я готова говорить об этом долго. Начинаем мы обычно с мультипликации пластилиновой. Потому что пластилиновый герой позволяет, ну, во-первых, интеграция различных видов деятельности, да, во-вторых, он позволяет нам проработать многие вещи, важные для понятия мультипликации как таковой, как движется, как передать эмоции. Он позволяет этому, например, вот котику шевелить и хвостом, и ушками, и удивляться, и пугаться, когда он выгнет спинку, и так далее. Но еще очень важна мультипликация, и в том числе вот здесь вот, наверное, такой потенциал именно нашей мультстудии, в том, что объединяет детей в это совместное творчество, в совместную работу, в процессе которого, вот я же не зря начала вот с такого мультфильма, да, все те морально-нравственные аспекты, вот в частности здесь дружбы, взаимопомощи, способности кого-то измениться, да, стать лучше, то есть очень многие вещи, которые мы могли бы просто рассказать детям, и дети бы, да, восприняли в большей или меньшей степени, но здесь дети сами творят эту историю, они ее сочиняют, они ее проживают, а потом они еще много раз смотрят этот мультфильм, потому что, ну, поверьте, сколько лет занимаюсь, и 20 раз ребенок может смотреть свой собственный мультфильм с удовольствием. Так вот, несколько слов о пластилиновой. Не зря тут летала камера, я хочу вам показать, вот я собрала уже ширму, она специально такая, нет времени сейчас долго рассказывать, почему. Кто дошкольник, тот уже понял, что это для того, чтобы объединить ребят, чтобы они могли все стоять вокруг, смотреть, что происходит, участвовать, да еще и с разных точек зрения. Сейчас наведу немножко камеру. Суть мультипликации в том, что ребенок, помещая своего героя в камеру, делает кадр. Я сейчас открою саму программу и открою ее на экране, чтобы вы могли видеть. Программ тоже анимационных много. Мы работаем с Huey Animation, потому что по одному ключевому, самому главному принципу. В ней легко, абсолютно свободно могут работать сами дети. Так, уважаемые коллеги, я сейчас ненадолго, для того, чтобы я могла переключить, действительно, программа поймала камеру. Сейчас не пугайтесь, я буквально на секунду отключу камеру и микрофон и переподключу вместе с программой, поскольку так он камеру, а может быть и поймает. Нет, так он ее не поймал. Значит, сейчас на секунду выключаю, переподключаю, чтобы показать вам в режиме онлайн, как работать, как снимать мультфильм. Угу. Ну что ж, уважаемые коллеги, сейчас мне придется, может быть, чуть-чуть будет, прошу прощения, может быть, чуть-чуть будет вам сейчас хуже видно, потому что сейчас оказалось, что не ловит платформа
мне придется с камеры ноутбука. Ну, это буквально несколько минут, но это очень важно, потому что хочется вам показать, как же все-таки работает эта программа. Сейчас, одну секунду, я запущу показ с экрана и покажу вам хотя бы в том варианте, как поймав на камеру ноутбука. Угу. Секунду. Так. Не хочет. Угу. О, все получилось. Значит, уважаемые коллеги, я понимаю, что сейчас вы видите, мне, видите, пришлось не веб-камеру, поскольку не получилось, не поймал просто. Достаточно сложно, что одна камера ловит, когда я говорю, вторая, но зато вам видна вся ширма. Если бы подключилась веб-камера, то в окошечке справа вы бы видели сейчас так вот ширму и героя, как я уже вам показывала, это мелькнуло, вы могли видеть. Но суть в чем, что в этом окошке видно вот то, что происходит в ширме, а, соответственно, когда ребенок нажимает на пробел, появляется кадр. Сейчас они, конечно, некачественные, но главное, чтобы вам в рамках мастер-класса показать саму суть. Затем герой делает движение, делается следующий кадр, герой делает следующее движение, мы можем делать следующий кадр и так далее, вводить разных героев. В любой момент мы можем посмотреть, что получилось. Вот, ну, мы сняли целых 3 кадра, поэтому не очень-то он у нас подвигался. Мы, самое главное, можем записать голос ребенка, то есть я могу включить сразу мультфильм, вот здесь вот идет мультфильм, включаю запись, и дети живо рассказывают то, что происходит. И еще очень много разных функций у программы. Но позвольте мне все-таки, я думаю, что тут же самое главное нам было с вами прикоснуться, так сказать, к самому процессу, да, посмотреть, как он вообще происходит. И в связи с этим я к вам уже возвращаюсь и хочу что подчеркнуть. Вот мы начинаем работать с мультипликацией пластилиновой. Очень многие мои коллеги работают с мультипликацией песочной. Я сейчас буквально на несколько секунд, я вам ссылочку в чате кину, но буквально на несколько секунд включу пример такого рода презентации, такого рода мультфильма. Так. Это международный фестиваль, который мы проводим ежегодно. Вот просто, чтобы вы посмотрели, что делают дети с педагогами, которые по нашей программе учатся. Березок, стоящих веками.
Желание. Руками. Угу. Но здесь я вынуждена сделать паузу, поскольку мы ограничены по времени. Так как я увидела в чате, что не у всех пошла запись, я отправила вам ссылочку на мультфильм. И давайте на первый тоже я сброшу. Но я хочу сказать, уважаемые коллеги, это я просто сейчас привожу примеры в логике того разговора, который сегодня запланировала с вами провести. А вообще мультфильмов, вот я вчера говорила, свыше 300 у нас инновационных площадок по всей стране в 24 регионах. И мы ежегодно проводим международный фестиваль авторской детской мультипликации «Я творю мир». И если первый год у нас было прислано 76 мультфильмов, то в этом году 286. А многие из них уже прошли региональный отбор. То есть это не просто, что, знаете, на коленке сняты за ночь до фестиваля. Буквально за несколько дней фестиваля в этом году уже было 30,5, по-моему, тысяч просмотров. Мы несколько дней тому назад завершили выдачу сертификатов участников, и их оказалось, мы даже сами удивились, 1907. То есть это вот уже в этом году. Поэтому движение авторской детской мультипликации в рамках STEM-образования, в рамках нашей программы, оно идет очень серьезно. Но сегодня у нас ведь не зря, вот мне очень нравятся мероприятия, которые проводят коллеги, которые, спасибо, что пригласили принять участие, потому что вот этот посыл, да, хакатон молодых педагогов, точки роста. Поэтому мы и вчера говорили о преемственности, и сегодня. Снимать мультфильмы ради мультфильмов, вот ради такого я бы не становилась автором модуля и не старалась бы работать в этом направлении. Для меня эта цель не совсем ясна. Создавать 1, 2, 3, 5 мультфильм. Два направления, если мы сейчас говорим не о детях, а вот о работе с педагогами, о работе на таком каком-то системном уровне, организационно-методическом. Два у нас направления. Я уже показывала вот эту книгу, которая соответствует модулю программы «Система образования. Я творю мир», модуль студии «Я творю мир». Так вот, коллеги, здесь я прописываю со своими соавторами детально и подробно 3-4 года, 4-5, 5-6, 6-7, как включать мультстудию, работу с детским анимационным творчеством в решение задач основной образовательной программы. То есть не только парциальная, даже не только, скажем так, из сферы вот какого-то кружка, мультстудии, доп. Услуги, да, которая напрашивается сама собой и очень успешно работает. Я общаюсь свыше 600 мультстудий, вот, которые работают в стране. Мы так или иначе держим связь, и люди очень успешно, хорошо работают. Мультики детские нравятся всем, и детям, и взрослым, и тем более участие в таких международных конкурсах. А самое вот для нас важное здесь, чтобы это именно была часть STEM-образования, как научно-технического творчества, чтобы это была работа, включенная в основную образовательную программу, и мы им этому содействуем. Что мы имеем на выходе? Да? Следующий шаг – начальное образование. Позвольте вам показать небольшой видеоролик. Там как раз-таки все написано, если у кого-то не идет звук, наоборот, звук идет, да, видео не идет. Но я загрузила на платформу, и можно будет потом посмотреть этот ролик, если у кого-то не получится. Я хотела бы вам показать, как этот модуль меняется, когда уже становится модулем STEM-образования в начальной школе. В начальной школе он обретает название «Информационные и медийные технологии» и включает 3 раздела. Я включу ролик и буду комментировать. Модуль «Информационные и медийные технологии» включает 3 основных раздела. Раздел «Мультстудия», первый блок «Объемная мультипликация», второй блок перекладная и песочная мультипликация, и третий блок основы компьютерной анимации и программирования.
Раздел Раздел 3D ручка включает блок каллиграфия. Второй блок – это элементы стереометрии, которые изучаются с помощью 3D ручки. И блок И блок персонажа. персонажа, Когда с помощью когда с помощью 3D ручки создаются персонажи для наших мультстудий. Третий раздел медиаведения включает детский блогинг и и интерактивную детскую журналистику. Спасибо. Я забыла, что вашу маму и тут, и там показывают. Я специально вставила голос в презентацию, забыла, поэтому сказала, что буду комментировать. Ну, я и комментирую. Видите, уважаемые коллеги, то есть занятия в детском саду, вот в этой мультстудии, извините, что я повторяюсь, но, наверное, мне как автору важно подчеркнуть, что мультфильм – это прекрасно, но не является самоцелью. Да? Это где-то, если хотите, это приятный побочный эффект, это возможность для выхода, ну, понятно, что я сейчас иронизирую, это возможность очень важная для дошкольников показать себя и для педагогов, для родителей, для детей. Но мультстудия в детском саду – это еще и тот модуль, который в чем-то интегрирует все образовательные модули STEM-образования, потому что в мультстудии оживают и лего, и решаются математические задачи, и решаются какие-то вещи, связанные со становлением вот этого инженерного мышления ребенка. Инженерного мышления не в плане того, что мы растим маленьких инженеров, а в плане созидательности, вот этого научно-технического творчества, интереса к созданию нового, к моделированию и так далее. И все это оживает в мультстудии, и мы получаем какой-то, как я уже сказала, готовый продукт. Далее, либо то, что мы формируем, пока работаем в мультстудии, а я не упомянула, что помимо вот тех вещей, связанных с развитием личности конкретного ребенка, да, есть еще и очень важные, ну, для меня, по крайней мере, вещи, связанные с коллективным творчеством. Развитие социального интеллекта ребенка в процессе совместного творчества. Ведь этот мультфильм, чтобы его сочинить, сделать, снять, представить, потребует просто сам мультфильм от детей умение договориться, услышать друг друга, доказать свою позицию, взять на себя какую-то ответственность, научиться слушать и слышать. А это то, без чего в дальнейшем очень трудно жить в нашем сложном социальном мире. Так вот, что происходит дальше? Когда мы приходим в начальную школу, все то, что сформировано в рамках всей программы STEM-образования и вот этого модуля в частности, что я сейчас так тезисно накидала, потому что нет времени для такого погружения в теорию и не формат сегодня этот. Так вот, эти все качества, и социальный интеллект, и инженерное мышление, и креативность, и ответственность, и саморегуляция и самоконтроль, потому что сделать мультфильм – это сложно, помогут ребенку в любой сфере, и даже в рамках учебной деятельности. И если он погрузится в интерес, его пойдет в рамках других модулей. Но есть часть ребят, которых интересует все-таки этот волшебный мир кино, мультиков, телевидения. И поэтому наш модуль, как вы видели, он все-таки делает шаг к детской журналистике, к анимационному блогингу, к созданию целых вот этих анимационных комиксов, каких-то сюжетов. И данный модуль, он тоже разработан, и он сейчас вот начинает свою апробацию в начальных школах страны. Если у вас есть интерес, пожалуйста, пишите, контакты только я оставлю в чате, и вы можете присоединиться к этому направлению.
А у нас я сегодня очень хотела вам представить еще модуль «Исследовательская деятельность». Повторюсь, вчера робототехника, сегодня мультстудия, исследовательская деятельность. Это не все модули, но те, на которые вот сейчас мы решили сделать акцент. Так вот, уважаемые коллеги, давайте перейдем с вами к презентации по исследовательской деятельности. Вот, кстати, на экране, если... Ой, я громко, да, прошу прощения. Я только сейчас увидела сообщение. Извините, что я кричу. Наверное, очень чувствительная. А так лучше напишите, пожалуйста, потому что я-то себя не слышу. Так лучше? Вот так оставить? Поняла. Я поздно увидела ваше сообщение, да? Но я практически прокомментировала. И повторюсь, я загрузила это видео на платформе, и, соответственно, коллеги смогут его посмотреть. Все, спасибо, что предупредили. Вошла во вкус и не заметила, что происходит в чате. Так вот, уважаемые коллеги, на экране email, и я, конечно же, обязательно потом оставлю вам наш общий официальный email. Позвольте, у нас осталось 20 минут, в рамках которого хотелось бы сказать несколько слов об исследовательском модуле «Исследовательская деятельность». Он у нас несколько по-разному называется, как вчера мы с вами, с Сергеем Александровичем, рассказывали в дошкольном образовании экспериментирование с живой и неживой природой, для уровня начального общего образования, исследовательская деятельность. Коллеги, опять же, мастер-класс, да, максимально надо показать, но для того, чтобы мы понимали друг друга, несколько все-таки тезисов. Первое. Каждый ребенок исследователь по природе. От природы своей это витальная потребность, это доказано наукой, так же как дышать. То есть еще Павлов доказал, что это рефлекс, что такое. Познавать мир свойственно ребенку. Но почему мы получаем, и я сейчас не голословно, если кого-то заинтересует, есть и исследования в этой области, я готова поделиться, почему мы получаем как раз к школе, когда ребенок должен находиться на пике познавательной активности, когда он должен любить учиться, хотеть учиться. Почему мы часто наблюдаем ребенка уже интеллектуально уставшего, переученного, перегруженного какими-то занятиями. И самое страшное, того, который хотел бы получать готовые знания. Причин много, нет времени в них углубляться, и часть из них такие полемичные и как бы требуют обсуждения, дискуссии. А я скажу о решениях. Вот в рамках нашей программы, на мой взгляд, я же как ученый могла выбрать любую программу, в которую многие программы, где можно было бы присоединиться к авторскому коллективу, внести свой вклад. Но здесь я прям всей душой именно за эту программу, потому что я вижу правильность изначального посыла. Поэтому мне кажется, вот программа STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста на самом деле решает эту задачу, потому что мы предлагаем подход через развитие исследовательских способностей детей. И я не зря показала цитату автора, собственно, методики исследовательского обучения Александра Ильича Савенкова, который пишет, что все сложности зачастую это следствие неразвитости исследовательской позиции взрослых, педагогов, родителей, которые, наоборот, хотят, может, из лучших побуждений, дать ребенку готовые знания, расширить именно его когнитивную сферу максимально, да, впихнуть, извините за такой термин, как можно больше. На чем базируется исследовательское обучение у нас? Это 3 блока: тренинг исследовательских способностей, самостоятельная исследовательская практика, мониторинг исследовательской деятельности. Они подробно расписаны в трудах Александра Ильича Савенкова, а я скажу только, каким образом вот эта методика, значит, находит отражение в наших
модулях, которые мы сделали по исследовательской деятельности. Модуль написан в соавторстве Юлии Александровны Серебренниковой и мной. Мы ученицы Александра Ильича, поэтому, конечно же, все азы методики четко проследили в модуле. Итак, исследовательские способности перед вами на экране. Посмотрите, пожалуйста, что формирует вот этот модуль. Другие модули также это формируют, безусловно, но этот модуль как раз именно системно, он ставит себе целью системное формирование исследовательских способностей детей. Это умение видеть проблемы, ставить самостоятельно вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, можем ли мы сказать, что это те способности, которые ребенку не понадобятся в жизни? Но мне кажется, вопрос риторический. Кем бы ни вырос малыш, ученым, космонавтом, инженером, слесарем, домохозяйкой, и вообще неважно, какую там профессиональную сферу он будет занимать, либо не будет вообще этим заниматься, я не знаю, поедет на Гоа и будет искать себя. Умения, вот эти умения, это то, что будет помогать человеку каждый день в его взрослой жизни, в наш сложный, социальный, информационно перегруженный мир. И здесь я не могу сейчас подробно рассказывать о каждом умении. Я просто хочу сказать, что когда мы говорим о дошкольном возрасте, наш модуль, вот смотрите, помогает собирать и анализировать информацию, спрашивая у взрослых, у детей, искать ее в книжках, искать ее с помощью взрослых в энциклопедиях, самостоятельно выдвигать гипотезу. Понимаете, не просто, дорогие дети, давайте посмотрим на березу. И дети смотрят на березу. Это прекрасно. Но мы говорим о том, что мы учим ребенка выдвигать гипотезу, изначально имея какой-то вопрос, наблюдать за чем-то в природе, искать соответствующую информацию, фиксировать. Вот у вас на экране 2 пиктограммки. Одна, честно, не помню, а взрослые не должны понимать пиктограммы юного исследователя. Юный исследователь должен начертить такую схему, не рисунок, а схему, которую он легко прочитает и вспомнит, какую информацию он получил. А вторая пиктограмма, я ее хорошо помню, потому что как раз руководила этим исследованием, ну, вместе с ребенком мы делали. Улитки и рыбы любят воду. Показана четко ключевая характеристика улитки, вот этот вот ракушка, да, рыбы и любовь к воде. Пиктографируя, анализируя информацию, собирая эти пиктограммы, раскладывая их потом в попытке их осмыслить, приходя к определенным выводам, ребенок учится работать с информацией. А вот сейчас я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что вчера, кто был, вы наверняка, я уверена, что обратили внимание на вот этот посыл, который вчера прекрасно Сергей Александрович представил, что не только опытная экспериментальная деятельность, не только опытным путем мы учим детей в рамках STEM-образования получать информацию, а мы еще отдельно учим именно работать с этим массивом информации. Вот я 19 лет преподаю в университете. Я до этого отработала и воспитателем, и учителем в школе, и со взрослыми я много работала, но, тем не менее, основной, конечно, вот профессиональный путь в высшей школе. Вот сейчас я работаю с самыми современными, это уже дети, не то что интернета и социальных сетей, вот современные ребята, 18 лет. Казалось бы, они должны легко находить любую информацию в интернете и анализировать, да? Они же так скачут по сайтам, по социальным сетям. Может быть, вы удивитесь, может, кто-то меня слушает как раз в этом возрасте, не знаю, поспорьте со мной, но
коллеги, я вижу, что я вижу, вбивают в поисковик, например, тему, условно говоря, реферата или практической работы, зачастую берут первый попавшийся ответ и испытывают сложности часто даже с анализом этой информации, с ее какой-то вот даже компиляцией и таким переосмыслением. Не все, но многие. Второй аспект. Наш мир, он полон каких-то схем, табличек, знаков. Приедь в московское метро, ты не успеешь там почитать какие-то надписи, да? Толпа тебя несет, и если ты быстро по цветам и стрелкам не сориентируешься, можно испытать трудности. За рулем. Когда-то машина ехала 60 км в час, сейчас мы летим по скоростной трассе или по городу, и надо быстро читать знаки, какие-то там разметки обновленные, может быть, непривычные, да, и так далее. То есть вот 3 примера я привела, и они 100% показывают, что вот это вот умение пиктографировать, анализировать информацию, которую мы системно формируем в рамках программы STEM-образования, опять же, это то, что понадобится ребенку в жизни. Исследовательский модуль – это не про то, чтобы вырастить кандидата и доктора наук. Мне очень нравится Александр Ильич Савенков, вот я говорила, это автор методики исследовательского обучения, он всегда говорит, что если вы ставите цель воспитать доктора наук обязательно, то, говорит, я бы ради такой плевой цели не пошевелил бы и пальцем. Ну, он, конечно, шутит, но в этом, как и в любой шутке, есть большая доля истины. Идем дальше. Что касается дошкольников. Проводить эксперименты, наблюдать. Вот сейчас у вас на слайде только, я не знаю, 1/10, наверное, доля той среды, которая подобрана к данному модулю для дошкольного уровня. Очень классно. Я, знаете, за что ее люблю? За то, что она безопасна, за то, что она функциональна и как бы пробуждает ребенка. Вот это для меня важно, как для ученого всегда было очень сильно. То, что ребенок учится сразу правильному проведению эксперимента, гуманному проведению. Посмотрите, вот у вас, получается, вот слева сверху обсерватория, где 2 мухи рядом нарисованы. Понимаете, одно дело поймать жука, засунуть в спичечную коробку и его там трясти, например, да, или бедное животное переворачивать, смотреть, какое у него брюшко. А вот у вас, пожалуйста, студия жужжания, куда, внизу, куда помещается насекомое, наушничек вставляется в ухо, и ребенок, глядя сверху через лупу, слушает, как жужжит то или иное насекомое, рассматривает его через лупу. Та обсерватория, про которую я вам сказала, там, не знаю, насколько вам видно, и дырочки для воздуха, и мы туда испытуемого поместили, сверху смотрим, вид сверху, сбоку смотрим, через систему зеркал мы видим брюшко. То есть это приучает к правильному, гуманному проведению любых экспериментов детей. Само непроизвольно. Не зря вчера Сергей Александрович говорил, среда у нас как особый субъект. И еще важнейшая позиция, а я еще сейчас вам покажу, что происходит дальше в начальной школе. Посмотрите на слайд. Вот этот малыш провел собственное исследование, и он защищает его сейчас перед самыми строгими зрителями, перед самыми строгими судьями. Кто педагог, тот сейчас улыбается, понимая, что это его одногруппники. Потому что, ну, бабушка, мама, папа будут в умилении от того, как их ребенок провел собственное исследование, да? А с ребятами такой фокус не пройдет. То есть они выслушают внимательно и кучу вопросов зададут. Посмотрите на позу этого ребенка. Он, да, видно, что он волнуется, он напряжен, он держит свою маечку. А второй рукой, посмотрите, это ведь уже юный готовый докладчик, он очень хочет быть услышанным. А чтобы быть услышанным, его надо свои мысли, все то, что он в собственном исследовании понял и осознал, а у него могут ли рыбы жить без воды, вот какой вопрос, он самостоятельно его исследовал, ему надо это все выразить
в какой-то краткой речи, такой, чтобы его поняли, чтобы его услышали. Ему надо ответить на вопросы. Отвечая на вопросы, он получает новое знание. Поэтому как бы опытно-экспериментальная деятельность детей в детском саду была, есть и будет. И это прекрасно, когда воспитатель готовит опыт, понимая, какие должны быть решены задачи, понимая, какой будет эффект, вызывая в детках большой интерес и стимулируя то, чтобы они сделали самостоятельные выводы. Это прекрасно. Наблюдения были, есть и будут на прогулках. Но задумайтесь, вот чем отличается вот именно исследовательская деятельность в STEM-образовании? Тем, что мы, как говорится, по заветам методики исследовательского обучения продолжаем и расширяем эту линию, что ребенок должен осмысленно, он сам задал вопрос, он должен научиться подумать сам, выдвинуть предположение. Он должен научиться собрать информацию, проанализировать, работать с этой информацией. Он должен, и мы помогаем ему в этом, научиться самостоятельно проверять эту информацию, делать эксперимент какой-то, например, или это теоретический, мысленный эксперимент, обобщать, делать выводы и защищать. А теперь давайте несколько слов о начальной... Ой, у нас совсем мало времени. Дорогие коллеги, тогда я спохватилась 16, ведь у нас до 16:10, а не 20, да? Прошу прощения, всегда хочется очень много сказать, хотя мы только вот в эти 2 дня вам только приоткрываем все то, что сделано. Я хотела вам вот показать, для начальной школы у нас уже вот такие чемоданчики под каждую тему. Оптика, механика вам, пожалуйста. Альтернативные источники энергии, пожалуйста. Отдельный чемоданчик. Есть большая книга, а есть вот книги под каждый, ну, такие вот, скажем так, направляющие педагога. Например, вот я открываю первую попавшуюся, я посмотрела, что у меня 4 минуты осталось. Что происходит, когда все цвета снова сливаются? А как мы это делаем? Мы берем вложенное уже в комплекте на целый класс детей специальное оборудование, видите, которое светят, ну, конечно, когда уже стала торопиться, открываю закрытое, запечатанное, которые светят, я не знаю, наверное, вам не получится увидеть. Ну вот, я думаю, видно. Вот, пожалуйста, красный. А могу снять эту? Вот. Вот вам, пожалуйста, синяя кнопочка. Значит, синий. Так. Ну, я думаю, видно. Зеленая, я думаю, дальше по логике понятно. Это будет зеленый цвет и так далее. Я могу взять из набора кристаллы и посмотреть, как отражается цвет. Мне надо посмотреть день-ночь. Вот вам, пожалуйста, земля и фонарики и так далее. То есть вот под каждую тему подобраны такие чемоданчики, описаны занятия, но я сразу себя поправлю. У нас всегда изначально у авторов и у Веры Александровны, Сергея Александровича, Татьяны Владимировны изначально был посыл, что это не очередная программа с еще одним набором занятий, а это именно продуманная система, но позволяющая педагогам творить на местах. И вот уже за 3 года апробации мы получили такую отдачу от практиков, столько интереснейших идей, конспектов, разработок. Мы уже провели конкурс «Всероссийский STEM-педагог», 202 авторских конспекта было прислано с видео, каждый с видео работы с детьми. Вот эти все кейсы, STEM-кейсы, они у нас сейчас есть. Каждые 2 недели проводим круглые столы STEM-практиков. И столько всего наработано, что сейчас мы открываем еще и журнал для того, чтобы наши педагоги могли печататься и получать уже официальное свидетельство о публикации. Так вот, дорогие коллеги, я хотела бы сегодня завершить нашу с вами встречу
И по факту получается, что даже завершить вот этот наш цикл из 2 встреч, во-первых, словами признательности за то, что вы были со мной. Мне очень приятно некоторые фамилии видеть и вчера, и сегодня. Это, ну, вот, приятно, что тут скрывать. Это означает, хотела заставочку поменять, но что-то не сработало. Ну, неважно. Уже у нас осталась 1 минутка буквально. Дорогие коллеги, для тех, кто хотел бы продолжить диалог, а тут, понимаете, какая позиция? У нас программа уже действительно настолько активно работает в стране, что речь не о том, чтобы просто вас там к чему-то привлечь, увлечь, но если вы почувствовали, что вы с нами на одной волне, что вам это интересно, что вы хотите вот в эту всю наше это движение погрузиться, то напишите, пожалуйста, я хотела показать общую почту, но вполне, поскольку вот не получилось, я, наверное, вернусь к презентации исследовательской деятельности, вот к первому слайду. И здесь есть мой личный имейл, уже чтобы время не терять, muratxodžaeva@yandex.ru. Напишите, мы всегда рады единомышленникам, и практика показывает, что каждый новый человек, который присоединяется, каждая новая организация – это новый мир, это новый виток, это интересные, очень новые проекты. Дорогие коллеги, большое спасибо, я с удовольствием провела эти 2 дня, и спасибо отдельно организаторам. Мероприятие очень насыщенное в целом, и большое спасибо, что пригласили. Уважаемая Наталья Сергеевна, мы благодарим вас за то, что вы и вся ваша команда присоединились. Я очень внимательно непосредственно слушал ваше выступление, и действительно меня заинтересовало несколько вопросов с методикой обучения, исследовательского обучения Александра Ильича Савенкова. Я уже знаком тоже достаточно давно. Еще, наверное, лет 15-12 назад у педагога возникали вопросы, как же можно непосредственно даже организовать конференцию, где дошкольники могут представить свои исследовательские работы и проекты. Вот как раз Александр Ильич этим активно занимался достаточно уже давно. У меня в связи с этим вопрос вот какой. Достаточно часто появляющиеся, например, проекты либо комплекты, они, наверное, будут иметь какое-то логическое продолжение вот дальше. Скажите, пожалуйста, ваш авторский коллектив предполагает продолжение вашей программы, ну вот не только начальная школа, но еще, может быть, основная, вот этот уровень образования и старшая? Спасибо большое и за теплые слова, и за такой важный для нас вопрос. И я хочу абсолютно искренне ответить, что даже если бы мы не предполагали, у нас такое количество деток уже подрастает, которые... То есть когда мы сначала апробировали в течение 3 лет программу в дошкольном возрасте, сейчас наши детки пошли в школу, и мы развернули всю эту идею с начальной школы очень активно. И что касается дальнейшего, да, мы, во-первых, изначально на уровне начальной школы ориентированы и на компетенции 21 века, и на то, что понадобится ребятам, возможно, дальше и в рамках и WorldSkills, и прочих движений, то есть и работа со средней школой, и более того, у нас сейчас есть целый ряд вузов, которые начинают широкое сотрудничество с нами и уже потенциально приглядываются к нашим выпускникам, как бы это ни звучало. Понятно. Спасибо большое. Наталья Сергеевна, еще один вопрос. Когда вы говорили о формировании, собственно, наверное, исследовательского поведения даже у дошкольников, вот согласно той методике, которая была представлена вами, да, сам Ильич автор, наверное, да? Да, извините, я сразу поясню. Безусловно, поскольку я лично имею честь быть ученицей Александра Ильича, и как раз в конкурсе я исследователь, членом жюри,
то, ну, просто ни я, ни мои коллеги, ну, не видели другого пути, нежели основываться, безусловно, на методике Александра Ильича. Но в рамках STEM-образования модуль, конечно, имеет свою специфику. Так вот, у меня вопрос не о самой методике, а об ее эффектах. Скажите, пожалуйста, вот действительно удается с помощью вашей программы, да, формировать именно понятия и у дошкольника? Потому что это довольно-таки сложный процесс, и тоже имея за плечами 20-летний опыт работы в высшей школе, могу сказать, что у некоторых студентов система понятий тоже не складывается. Как вам это удается? Это точно, коллега. Я хочу сказать следующее. Прежде всего, чтобы не быть голословной, я хочу сказать, что мы запустили сейчас масштабный мониторинг результатов, поскольку 3 года апробации – это уже тот период, в течение которого нам удалось валидизировать и сам инструментарий, потому что вот, мониторинг, он тогда, о его эффективности можно говорить только тогда, когда ты четко понимаешь критерии, показатели, что ты и чем измеряешь. И вот сперва мы проверили сам диагностический инструментарий, и первую такую масштабную диагностику первый регион провел, это Краснодарский край. 195 детей была выборка экспериментальной группы, и у нас уже опубликованы результаты этих исследований, но я хочу подчеркнуть, что анализировали мы прежде всего сформированность мышления, социальный интеллект, интеллектуальные способности детей, поскольку, наверное, вот это то, что позволит как раз-таки в дальнейшем избежать проблемы, о которой вы говорили. То есть не сама когнитивная сфера ставится во главу угла, а скорее вот исследовательские способности, интеллектуальное развитие, социальный интеллект и так далее. Спасибо. Спасибо, Наталья Сергеевна. Очень приятно, что вы к нам присоединились, что вы поделились такой очень важной в данном случае такими идеями, я думаю, которые, наверное, все-таки простимулировали желание у наших молодых педагогов, да, и понять, в данном случае, может быть, даже принять участие в мероприятиях. И я думаю, что, наверное, отклик все-таки найдут, и они обязательно вам на ваш электронный адрес сообщат. Да? Какие-то вопросы и присоединяться к вашим мероприятиям. Спасибо большое. Если позволите мне буквально 30 секунд, я хочу подчеркнуть, вот очень важный для нас момент, это я сейчас хотела бы, с вашего позволения, обратиться к слушателям. Уважаемые коллеги, аспект, который мы не смогли осветить, это межсетевое взаимодействие, и я хочу подчеркнуть, что мы как раз-таки прежде всего настроены со взаимодействием с вашей прекрасной организацией, и через вас уже с вашими коллегами, потому что нам очень, нам кажется этот путь правильным и, скажем так, абсолютно логично. И участие в вашем большом мероприятии показало, насколько вы серьезно, системно ко всему подходите, и поэтому с удовольствием будем дружить и развивать сотрудничество. Спасибо. Спасибо, Наталья Сергеевна. Всего доброго.